Сегодня мы с тобой посмотрим на игры с возможностью поиграть вместе с друзьями на своем телефоне или планшете. И всем привет, братюни-сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если любишь играть с друзьями. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика. У моего друга есть для тебя новости. Недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это история о братской преданности и героизме. В отличие от большинства современных игр, здесь нет прокачки персонажей и экипировки, дополнительных заданий, диалогов, свободного мира. Но есть своя удивительная история, которая не только проникает в сердце, пробивая его до глубины души, но и не даст оторваться от экрана. По сюжету игры у двух братьев тяжело заболел отец, и даже местный знахарь оказался бессильным. И чтобы спасти родного человека, главным героям предстоит найти магический эликсир. Маршрут будет указан на карте, но странствие осложняется тем, что младший ужасно боится воды. И чтобы добраться до цели, братья должны поддерживать и помогать друг другу. Игра довольно короткая, и весь поход займет не более 2-3 часов. Головоломки довольно простые, при этом каждый из братьев реагирует на одинаковые вещи по-разному. А как поступить в той или иной ситуации, зависит только от вас. Также ее можно будет пройти кооперативом, что довольно прикольно. Это прикольный шутер с минималистичной графикой. Здесь вам предстоит принять участие в схватках на разных картах, где в первую очередь важно действовать слаженно с командой. Но, конечно же, немаловажную роль играет и скилл каждого, как собственное в любом шутере. А с самого начала игры вы сможете сразиться на рандомных картах. Также при желании можно будет собрать команду как раз таки из друзей. А если вам надоели классические командные схватки, вы сможете попробовать свои навыки в гонке вооружений или даже дуэлях. Еще тут большое разнообразие вооружений и возможности его прокачки. А благодаря большому количеству скинов вы сможете создать уникальную внешность. К особенностям игры можно отнести несколько карт, большое разнообразие вооружений. А для тех, у кого не сильно мощное устройство, игрушка пойдет даже на микроволновке, поэтому советую поиграть. Это прикольная РПГшка. Здесь вас ждет большой фэнтезийный мир с интересным сюжетом, разнообразными врагами, доспехами и оружием. Окунитесь в уникальный мир, почувствуйте себя настоящим рыцарем и сразитесь с врагами. В начале игры вы сможете создать для себя уникального перса. Затем сразу же начинается сюжетная линия, где понемногу получится изучать мир и знакомиться с героями, которые будут сопровождать вас или же помогать во время сражений. По мере прохождения получится прокачивать своего героя, добывать разные ресурсы, находить более мощные доспехи и уникальные виды оружия. А управление в игре довольно простенькое, как и в целом геймплей, что позволяет погрузиться в мир и спокойно проходить сюжетную линию. Также ее можно будет попроходить вместе с друзьями. К особенностям игры можно отнести возможность прокачки, довольно забавная пиксельная графика, интересный сюжет. Главный герой выбыл из официальной лиги гонок и теперь вынужден гонять в нелегальных заездах, дабы вернуть себе имя. Вы будете ехать на высоких скоростях по речным каналам города, через туннели с резкими поворотами и при этом совершая прыжки на трамплинах. Выигрывайте соревнования, проходя карьеру. Так у вас получится открыть новых гонщиков и гидроциклы. Помимо прочего, тут довольно неплохая физика и возможность поиграть с друзьями по локалке. Лайк, передай, пожалуйста, моему другу Никите привет. Мы тебя вместе смотрим. Спасибо большое. Братишка, это тебе спасибо. И Никитос, привет тебе. Это
крутой классический шутер от первого лица с нотками ностальгии по CS 1.6. Тут даже боты довольно крутые. Здесь собраны все наилучшие черты популярных шутеров. Прорабатывайте тактику вместе с командой, подстраивайтесь под неожиданные ситуации и мочите всех противников. Лучше всего собрать сбалансированную команду. Начнем с того, что вы сможете сразиться даже в зомби-режиме или помериться мастерством с ботами. В вашем распоряжении будет большое количество вооружений. Также можно будет поиграть по локалке, что очень даже круто. За заработанные в боях монеты вы сможете открывать для вашего героя разные скины. Рогалик, в котором вы должны будете применять имеющийся арсенал оружия и навыков, чтобы успешно продвигаться дальше. Попытки просто затыкать противника очень быстро приведут к закономерному рестарту. И помните, как говорил великий Йода, не только мощь светового меча важна, но и то, кто держит его в руке. Так что развивайте свои силы и умения, будьте настойчивы, и тогда вы сможете вычислить слабые места врагов. Динамика нон-стоп поединков, непредсказуемость дальнейшего развития и прочие особенности обеспечат интересный геймплей. Для фанатов хардкорных проб и ошибок в целом довольно прикольно, поэтому советую поиграть. Это необычный файтинг, где вам предстоит сыграть в роли забавных персонажей в виде небольших игрушек. Сражения здесь проходят невероятно быстро, и понадобится научиться молниеносно реагировать на выпады противников. Подберите для себя наиболее подходящего героя и сразите всех врагов. Главным положительным отличием игры является то, что здесь есть большое количество персонажей, где вы не встретите похожих особенностей или ударов. Все абсолютно уникальные, поэтому очень важно выработать свою тактику и уметь подстраиваться под каждого противника. Также у каждого бойца есть свои комбинации атак, благодаря которым вы не только сможете наносить сокрушительные удары, но и выбрасывать их за пределы арены. В игре присутствует множество разнообразных героев с уникальными способностями, а также несколько режимов и игру по локалке. Вначале вы вместе с друзьями проводите время в больнице, но внезапно в один момент вы просыпаетесь где-то среди ночи в непонятном месте, и тут начинается интересное. Помимо вас, там кажется только призраки. Так вот, игра разделена на две команды. Одна становится пациентами, а другая призраками. Пациенты должны побыстрее выбраться из лабиринта комнат и коридоров, собирая подсказки и предметы, чтобы найти выход. А призраки садятся вам на пятки и должны будут вас поймать. Атмосфера в игре напряженная, с мраком и странными звуками. Локация большая, так что заблудиться легко. Но и возможностей для взаимодействия с окружающим миром тоже много. Так что будьте готовы к приключениям. Остерегайтесь призраков и ищите выход из этой жуткой ловушки, но уже вместе со своими друзьями. Это интересная игрушка с прикольной мультяшной графикой и режимом мультиплеера. Здесь вам предстоит стать частью команды гусей, которые работают на корабле. Но что, если среди вас есть утка? А еще может случиться так, что утка — это вы. В зависимости от роли вам нужно будет вычислить в команде утку, либо в роли утки уничтожите абсолютно всех. Сам же геймплей напоминает тот же Among Us, однако в совершенно другой предыстории героев, локациями и довольно оригинальным оформлением. Работайте вместе со своими сокомандниками, выполняйте разные задачи, чините оборудование и применяйте свою дедукцию, совместно расследуя дело о подставном гусе. Подорвите все на своем пути или сами станьте жертвой взрыва. Тут нету никаких правил, вы сможете делать все. Оказавшись в небольшой локации, полной врагов, ваша задача взорвать их всех и при этом остаться невредимым. Но будьте осторожны и избегайте собственных бомб. Расправляться с другими игроками можно как при помощи бомб, так и при помощи кулаков. Да и выталкивать оппонента за пределы арены никто не запрещал. Сундуки, которые будут появляться в случайном месте на арене, несут в себе приятные бонусы. Можно получить усиленные атаки, щит или же ускоренное передвижение. Это крутой симулятор, где вы будете играть фермера. Вас ждет передовая сельхозтехника, количество которой насчитывается аж сотни единиц. Разный скот, благодаря которому вы будете получать мясо и молоко. Также источником вашей прибыли послужит добыча древесины. И, конечно же, довольно увлекательный процесс самой торговли. Вся техника, которая представлена в игре, срисована с реально существующих моделей, учитывая каждую мелочь, как в кузовных частях, так и в кабинах. Садитесь и собирайте картошку, кукурузу, свеклу, пшеницу, а затем вы это продаете и улучшаете свою технику. А еще в нее можно поиграть с друзьями, и на удивление это довольно интересно.
Игрушка с открытым миром и массой возможностей. Тюнингуйте, исследуйте просторы, свободно передвигайтесь по карте и участвуйте в гонках с игроками со всего мира. Отличительными особенностями является большое количество автомобилей с проработанным салоном, возможность играть и общаться в чате. Настраивайте свое транспортное средство целиком до мелочей, меняйте скины своего перса. И вообще тут неплохая графика, поэтому если ты соскучился по отличным гонкам, советую поиграть. Кстати, игры с открытым миром были буквально недавно. Вот можешь посмотреть по подсказке сверху справа. Это переиздание всеми любимых черепашек-ниндзя в старом стиле. И вновь команда Зеленых Воинов во главе со Сплинтером бросает вызов злобному клану Фу и главному злодею Шреддеру, чтобы помешать им с очередной попыткой захватить мир. Тут даже Крэнк есть. Игра выдержана в лучших традициях золотых игр 90-х годов. Те, кто помнит эти прекрасные игры с приставок Sega и Dendy, я уверен, кайфанут. Есть возможность сыграть за любого персонажа, включая Сплинтера, Кейси и Эйприл. Великолепные анимации и множество приемов у каждого бойца. К особенностям игры можно отнести новая игра в старом добром стиле, отличная анимация и неплохой сюжет. Лайм, скажи, пожалуйста, какая твоя любимая марка машины? Братик, тебе по секрету, я езжу на Субарике в RX STI, а вообще GDM One Love. Кстати, брат, напиши свою любимую марку авто, будет интересно почитать. Добро пожаловать в сумасшедший город. Готовы ли вы к вызову? Ваш путь будет состоять из 4 захватывающих классов миссий. Или вы выберетесь в тень, прокрадетесь как призрак, или предпочитаете стреляться с бандитами 1 на 1. История будет полна волнующих встреч с более чем 20 разными боссами. Готовьтесь к невероятному разнообразию и не забывайте о 6 персонажах, и каждый из них обладает своей уникальной историей. Интересная игрушка, которая местами напоминает тот же Майн, где вы выступаете в роли отважного рыцаря, задача которого открывать неизведанные миры. Ваша история возьмет свое начало на летающем острове, откуда вы отправитесь на поиски новых земель. Благодаря волшебному телепорту можно будет перемещаться между мирами, но для этого нужно сражаться с разными монстрами. В игре предусмотрен крафтинг, а это значит, что вы сможете создавать для себя доспехи, оружие и другие нужные вещи. А боевая часть является смесью экшена и тактического РПГ, где придется быстро принимать решения и отталкиваться от своих способностей по управлению своим персом. Плюс, как собственно и ко всем играм из этого ролика, можно отнести, что в нее весело играть с друзьями. Поэтому советую. Продолжение безумного симулятора, в котором речь идет о сумасшедших приключениях козла. Что могло бы случиться, если бы козел начал жить среди людей? На самом деле все, что угодно. Вы получите полную свободу действий. И к тому же тут у нас большой открытый мир. Он может бодаться. В общем-то тут будет чем заняться. Помимо прочего, проработали не только сюжетную кампанию, но и полноценный мультиплеер. Можно будет поиграть до 4 человек. К особенностям игры можно отнести большое количество увлекательных и забавных отсылок к другим играм, наличие полной разрушаемости окружающей среды и разнообразие транспортных средств. Что удивительно, на них можно будет покататься. Это забавная игрушка, которая по геймплею напоминает тот же Fall Guys. Но здесь вы играете за милого шарообразного героя. Вас ждут захватывающие соревнования, где вам нужно будет проходить крутые трассы и выполнять задания. Но это не так просто. Чтобы победить, нужно быть быстрым и ловким и знать, как обойти всех соперников. Но не переживайте, у вас есть шанс собрать специальные ящики, которые дадут невероятной суперспособности. Каждый уровень уникален. Но это еще не все. Вы сможете кастомизировать своего шарика, делая его еще более милым и покупая новые скины. К особенностям игры можно отнести это множество, прямо очень много мини-игр. Если вы устали от суеты города, тогда погнали в деревню. Займемся земледелием, превратив пустые поля в настоящую ферму. Заведем животных, вырастим растения и сделаем свой участок так, как душа пожелает. Отдохните у пруда, ловите рыбу или охотьтесь на крабов. Хотите нечто будоражащее? Погрузитесь в увлекательные приключения вместе с местными жителями. Выполняйте от них необычные задания. Заходите в пещеры и исследуйте их. Будьте осторожны, они могут скрывать немало опасностей. Но и награда велика. Это несметные сокровища.
сохраняя суть оригинала, предлагает нам простую, но очень прикольную графику. Разные режимы игры — это быстрая кампания и локальный мультиплеер. Тут пошаговый геймплей. Пройдите 30 уровней в режиме одиночной кампании или сразитесь с другими игроками. Также тут есть возможность придать своей команде уникальный внешний вид, много достижений и даже рейтинг, а звуковые эффекты и музыкальное сопровождение добавляют забавные нотки. Давай добавим в ролик еще чуточку ностальгии. Это именно та серия игр, которую все любили и знали. В игре мы найдем то, что так ценно в качественном боевике. Это динамика сражений и даже предательство. В игре за агента спецподразделения, который оказался втянут в мировой заговор. Вместе с напарницей и другими членами команды нам предстоит разгадать этот загадочный сюжет. Таким образом, тут нужно будет применять тактику ближнего боя, что выглядит действительно круто даже сейчас. Если ты никогда не играл в эту игру, то, пожалуй, сейчас самое время погрузиться в этот шедевр. Оставь ссылку на Blood Strike. Братишка, специально для тебя. Ищи в описании ссылку. Это невероятно эпичные гонки, в которых вы сможете принять участие в заездах, где скорость – это не самое главное. Обычные игры данного жанра ассоциируются с невероятной скоростью, драйвом и адреналином. В этой же игре всего вышеперечисленного хватает, но плюс ко всему здесь есть масштабные разрушения от крутых столкновений и сражений. Как и во всех классических гонках, в вашем распоряжении будет множество видов автомобилей, разных по массе и скорости. Конечно же, все они не сразу же откроются, от чего понадобится постепенно разблокировать их, участвуя в заездах и турнирах. Также есть возможность прокачивать ваши тачки, что увеличит их прочность и характеристики. Трасс здесь тоже немало, где на каждой локации ландшафт и дорога сильно отличаются, что немало влияет на процесс игры. В целом очень прикольно, поэтому советую поиграть. И снова, перед нами серьезная цель – это сбежать из самых суровых тюрем планеты. Создавайте своего преступника, придумав ему внешность и настроив другие характеристики, а затем отправляйтесь в интересный и очень опасный мир. Вам придется жить суровой жизнью заключенного, соблюдать местный режим, вовремя являться на переклички, работать и параллельно придумывать план побега. Вы можете осуществить коварную задумку в одиночку, либо же с друзьями, играя по локалке, и вместе вы сможете придумать более изощренные планы. Это как будто смесь между сном и настоящим миром. В ней вы будете помогать неуклюжему персонажу по имени Боб, который попадает в самые невероятные приключения. В начале игры Боб засыпает и погружается в странный сон, где ему постоянно приходится лететь вниз, преодолевая разные препятствия. Но как это возможно, спросите вы? Дело в том, что мир, в котором он находится, выполнен из пластилина, и поэтому все вокруг него сражается со своей собственной физикой. Но здесь не все так просто. Вам нужно будет решать головоломки, и каждая из них может быть решена по-разному. Поэтому здесь ваше воображение не будет иметь границ. Но будьте внимательны, любая ошибка может отправить вашего персонажа обратно в начало игры. Эта игра повествует о странном ученом Уилсоне, который очутился в необычном мире, где главная задача – это выжить, а для этого необходимо не голодать, не оставаться в темноте и холоде. Основная цель на начальном периоде выживания – это найти и собирать максимально возможное количество ресурсов. Исследуя карту, старайтесь избегать столкновения со шныряющими вокруг монстрами и роями пчел, так как на начальном уровне вы достаточно уязвимы и можете быстро потерять здоровье, в то время как процесс восстановления протекает очень долго, а оставаться ночью без источника света очень опасно. При отсутствии разведенного костра или факела экран становится черным и герой погибает. Кстати говоря, гибель тут не конец, а один из этапов продвижения по игре, что как минимум необычно. А когда приходит зима в игре, то сложность очень сильно увеличивается, поэтому попробуйте выжить. Это очень увлекательная игра. В основу ее легли всем известные прятки. Однако здесь все гораздо интереснее. Итак, сама игра состоит в том, что игроки делятся на две команды. Одна команда представляет собой охотников, другая — предметы. Охотники изучают локации и внимательно рассматривают окружающие предметы, потому что где-то среди них есть спрятанные игроки. Внезапно двинувшееся кресло, стакан. Прицеливайтесь и стреляйте в него. Скорее всего, это игрок. Скучать в игре точно не придется, а процесс ожидания, что вас не найдут, доставляет довольно интересные эмоции. При этом тут можно становиться абсолютно любыми предметами, что довольно прикольно.
Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где ты уже сейчас сможешь записаться на пререгистрацию, и когда она выйдет, поиграть в нее самым первым. Очень необычный графонистый Battle Royale, который очень похож на тот же Apex, но только на наши мобилки. Надеюсь, будет круто, поэтому ждем. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока.